Делегация во главе с китайской марионеткой Эркином Тунеязом, губернатором Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане, посетила Венгрию и попыталась умолчать о геноциде. Во время визита Эркин Тунеяз пытался обмануть венгерский народ относительно Восточного Туркестана, который находится в международной повестке дня, и политика Китая, в котором подвергается резкой критике со стороны общественности, в результате которой Пекин сталкивается с различными глобальными санкциями. Как сообщает китайское пропагандистское агентство People's Network, с 4 по 6 сентября Венгрию посетила делегация во главе с китайской марионеткой Эркином Тунеязом, губернатором так называемого Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане. 12 сентября в Исполнительном комитете Конгресса США по Китаю состоялись слушания, посвященные трансграничному давлению Китая. Темой встречи было принятие мер против трансграничной угрозы со стороны Китая, принятие закона, запрещающего Китай, и призыв к союзникам США объединить усилия. На встрече канадский законодатель Майкл Бик, президент уйгурского движения Рушен Аббас и другие свидетельствовали о транснациональном наземном вооружении Китая, угрозах, убийствах, задержаниях и наказаниях уйгуров и других этнических групп в диаспоре. Крис Смит, член Конгресса США и председатель Исполнительного комитета Китая, который первым выступил на встрече, подчеркнул, что желание захватить мир усилилось одновременно с подъемом коммунистического Китая и что Пекин начинает межгосударственное давление, отвергая стандарты демократии и прав человека и торгуя колониализмом и репрессиями. Сообщается, что мужчина в возрасте 20 лет, который имеет связи с депутатами британского парламента с конфиденциальной или секретной информацией, был задержан 13 марта по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Мужчина-парламентарий, имеющий связи с высокопоставленными депутатами Тори с конфиденциальной или очень чувствительной информацией, был обвинен в шпионаже в пользу Китая, сообщает The Sunday Times. Подозреваемый был задержан в Эдинбурге. На пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин ответил на обвинение в том, что правительство запретило своим сотрудникам использовать iPhone и другие смартфоны иностранных брендов. Американская газета Wall Street Journal утверждала, что сотрудники госучреждений и организаций в Китае получили указание не использовать для работы смартфоны iPhone от Apple и других иностранных брендов и не приносить их на работу. После этого было заявлено, что Apple понесла убытки в размере $200 миллиардов за 2 дня. Китай и южноамериканская Венесуэла заявили, что повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства при любых обстоятельствах. Согласно заявлению МИД КНР, председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который находится с визитом в Китае. Китай стал крупнейшим рынком Австралии, установив новый рекорд по экспорту сельскохозяйственной продукции. Стоимость экспорта Китая достигла 16,6 миллиарда австралийских долларов в 2022-2023 финансовом году, увеличившись почти на 23%.